Дочь российского оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна Немцова уже больше года пытается добиться объективного и публичного расследования убийства отца. Однако расследование, по ее словам, заблокировано. Накануне, получив из рук госсекретаря США награду за мужество, журналист в интервью нашему корреспонденту выразила сожаление, что в России для того, чтобы высказать свое мнение и потребовать объективности, необходимо то самое мужество. С Жанной Немцовой побеседовала моя коллега Ануша Аветисян. Хочу сказать, что Америка за последние 25 лет не изменилась. Она как была, так и осталась. А вот восприятие США в России сильно изменилось, к большому сожалению. Из дружественной страны Америка в глазах россиян превратилась в страну вражескую. И я понимаю, что в связи с тем, что я получила эту награду, в России будет огромное количество всяких пересудов и дискуссий. Но, тем не менее, я считаю, что нужно России как стране налаживать отношения с западными странами. Я надеюсь, это произойдет. А я еще надеюсь на то, что для того, чтобы высказывать свое мнение и требовать всестороннего и объективного расследования убийства моего отца, мужество не будет требоваться. Надеюсь, что я до этого доживу. Я вообще не надеюсь ни на что, кроме как на себя. Расследования никакой сенсации нет, оно заблокировано фактически. То есть на сегодняшний день задержаны 5 подозреваемых в исполнении. Организаторов и заказчиков не ищут. И это исключительно политическая воля руководства или отсутствие политической воли руководства скрывать. Хотят поскорее это все забыть, ничего не расследовать. Вот. Что в этой ситуации можно делать? Можно об этом говорить, и можно использовать те или иные международные механизмы, которых очень мало. Ну, в частности, 25 января мы были в ПАСЕ, там прошли слушания по этому делу, и мы очень надеемся, что будет назначен специальный репортер. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что если есть международные механизмы, то это механизмы контроля, а не расследования. Такого вообще не существует. В принципе, это существует в рамках ООН при Совете Безопасности, но для того, чтобы инициировать подобное расследование, нужна воля государства, где было совершено преступление. Я не верю, что в России есть воля. Если бы хотели, бы уже давно все расследовали бы и наказали виновных, но явно этого делать не хотят. Поэтому, это не значит, что надо опустить руки, ничего не делать. Это важнейший процесс, и все, что есть в моих руках, а в моих руках не так уж и много, я пытаюсь сделать. Я хотела бы вернуться в Россию, когда я пока не могу сказать, про планы тоже не могу сказать, потому что мой опыт показал, что жизнь может резко измениться, и чтобы вы не планировали, все пойдет совершенно по-другому.